Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшейкшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. В республике решается вопрос доставки гуманитарного груза пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. В Сухуми простились с доктором медицинских наук, академиком Академии наук Абхазии и Раен, кавалером ордена Ахтапша третьей степени Зинаидой Шевцовой. Внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии приобрел для Центрального военного госпиталя дорогостоящее оборудование. Указом президента Аслана Бжаня глава администрации Гулрыбского района Аслан Баратели освобожден от занимаемой должности в связи с переводом на другую работу. Исполняющим обязанности главы районной администрации назначен Саид Харази. Число погибших от землетрясения в Турции выросло до 33 тысяч человек, в Сирии – до 8 тысяч. Многие остались без крыши над головой, надежды и еды. В Абхазии набирает обороты гуманитарная акция по сбору помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирийской Арабской Республике. В центральном офисе МЧС Сухуми с середины прошлой недели открыт пункт приема. Жители республики приносят теплые вещи, одеяла, продукты питания, бутилированную воду и предметы личной гигиены. Дания продолжит тему. Вот еще несут. Теплые вещи, детская одежда, обувь. Все это сейчас отправится пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. В этих ящиках теплые вещи, обувь, шарфы, шапки и другая одежда. Все это собрано сотрудниками торгового комплекса «Сухум-Прибор» для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. Много детской одежды. На предложение помочь, которое поступило от администрации торгового комплекса, все сотрудники откликнулись сразу. В пункт сбора, организованный на втором этаже здания, продавцы несли совершенно новый товар и все, что считают необходимым. Мы все вместе, вот, что могли, как могли, так пронесли все. Куртки, там, теплые штаны, брюки, не знаю, кто мог, женские платья, детские, кто что мог, у кого какой товар. Произошло землетрясение, когда услышали, что сколько людей пострадали, сколько всего, мы все переживали очень сильно, до слез, честно говоря. Нам не жалко то, что мы делаем на сегодняшний день, чтобы такое больше не происходило, чтобы то, что там, кто может выжить, там чтобы Боженька пусть поможет им всем. Бухгалтер, медсестра, продавцы, охранники – все дружно и слаженно упаковывают коробки. Бухгалтеры, наша юристка, наши хозбригады, мальчики нам помогают. Весь коллектив принимает в этом участие. Все объединились вместе. Помощь для пострадавших от землетрясения в Турции и Сирии приходит со всех районов страны. Жители республики пытаются помочь, чем могут. Активно в этом процессе участвует абхазская диаспора в Турции. Абра хастаглу загиреск сихерто амта адгилцсра ихалас захара. Ихал шола хашудглу абсна ханкар шудглу хаварлар шудглу хацана хашфа иргу илах кап хахайт ваги хаварлар ханкар асхара фазиги айзгара кояжу насарах я хашто зиги убри шахар стахуб наски абра рюка и лобгаз макана адхиет по хавайлам ашша зиги абхара хавкара хабра шахтой абсна шунагана убра шун харфа юмс хамс шумс убра ицги шустазар убра шан фартаги убри аюзатагл зашай Собранную помощь со всех районов страны направят в МЧС. Оттуда ее доставят к месту назначения. На сегодняшний день число погибших в Турецкой республике составляет более 33 тысяч человек. В Сирийской – более 8 тысяч.
Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Исполнению отраслевых и адресных поручений президента правительству посвящалось рабочее совещание, которое провел премьер-министр Александр Анкваб с вице-премьером Бесланом Диопуа, Кристиной Озган, Владимиром Делбой и Сергеем Пустоваловым. Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся мероприятий, предусмотренных инвестпрограммой, и софинансирования зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, которые осуществляются за счет средств российской финансовой помощи. Как проинформировали министр финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган, в случае невыполнения абхазской стороной условий межправительственного соглашения о содействии реализации государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, российская финансовая помощь может быть частично или полностью приостановлена. На совещании также шла речь об объемах, источниках и механизмах оказания государственной гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии с учетом логистических и законодательных аспектов. В обсуждении приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харази, председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Беслан Халваш. Премьер-министр поручил руководителю Госкомитета по репатриации согласовывать номенклатуру гуманитарной помощи с посольством Абхазии в Сирии и руководством Федерации абхазских культурных центров в Турции. Вопрос доставки гуманитарного груза в пострадавшие от землетрясения страны, Турцию и Сирию, обсуждался и на заседании парламентского комитета по международным связям. На заседание были приглашены министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, представители МИД, Министерства обороны и репатриации. Все подробности в репортаже Алики Трапш. После катастрофического землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии, прошла неделя. Согласно последним данным, жертвами землетрясения в двух странах стали более 37 тысяч человек. Однако эти цифры, судя по всему, далеки от окончательных. Многие страны направляют гуманитарную помощь в зоны бедствия. И Абхазия не остается в стороне, отметил председатель комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц, открывая заседание комитета. Абхазия, Республика Абхазия, и мы все в целом в этом случае не остаемся, как говорится, где-то в стороне. Мы сочувствуем, соболезнуем всему произошедшему, и поэтому были приглашены ряд министров, непосредственно те, кто компетентны в оказании таких вот процессов, именно оказания гуманитарной помощи. Тут присутствует министр ЧС. Я думаю, он нас проинформирует, на каком этапе сегодня происходит сбор гуманитарной помощи. Мы знаем, что сегодня есть пункты приема, люди отзываются сами, там, кто посильную помощь может оказать, там, кто-то продуктами, кто-то теплыми вещами и тому подобное. На данный момент собрано свыше 20 тонн гуманитарной помощи. Главный вопрос, который необходимо решить, это вопрос перевозки грузов, отметил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. Если с Турцией есть понимание, то с Сирией у нас возникает, да, нет логистики, поэтому на данный этап я считаю, что это основной вопрос, по какой линии идти, это вопрос решать через Россию или через Турцию и так далее, и так далее. Много вопросов. Я очень надеюсь, что мы сегодня к чему-то придем, потому что время идет, а наша помощь, она необходима. Я могу заявить, что наши спасатели готовы выехать туда. На данный момент около 50 человек. Тоже возникает вопрос, как организовать. Есть определенная необходимая техника. Это аварийно-спасательная техника, медицина. В общем, около 6-7 единиц техники мы можем организовать. Что касается возможности транзита через Турецкую Республику грузов в Сирию, то там сложности. Они сказали, что его необходимо оформлять транзитом через Турцию, но подобного рода груз мы можем принять только через Грузию, что для нас, соответственно, является неприемлемым. Да, конечно, некоторые послабления на турецко-сирийской границе в связи вот с общей для Сирии и Турции проблемы, вызванные землетрясением, послабления есть, но тем не менее транзит гуманитарных грузов вот именно по такой формуле может быть осуществлен.
Также в ходе обсуждения Лев Квициня сообщил, что есть коммерческая компания, которая готова предоставить свой борт для перевозки гуманитарной помощи из Абхазии в Сирию, но за определенную плату. Посол Абхазии в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба рассказал о ситуации в стране. Число жертв на сегодняшний день достигло 1400 человек, ранено более 2000. К счастью, среди пострадавших нет наших соотечественников, но ситуация остается сложной. Я считаю правильным не оплачивать борт, исходя из каких-то коммерческих определенных моментов. На то у нас есть подписанное соглашение о союзничестве и стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. Есть взаимоотношения Министерства обороны Республики Абхазия с коллегами из России. Правильно будет обратиться к российской стороне, это в виде письма будет, или сначала согласовать в телефонном режиме, чтобы выделили борт, пусть этот борт будет рейс Сухум-Дамаск, либо Сочи-Дамаск. Соответственно, под нашим флагом, чтобы гуманитарный груз был доставлен в Сирию. В случае, если не удастся решить вопрос с бортом, то можно будет приобрести необходимые гуманитарные вещи на складах в Сирии и Ливане по выгодной цене, предложил Баграт Хутаба. Заместитель министра обороны Давид Бжаня сообщил, что в ведомстве также идет сбор средств для пострадавших. Кроме того, они готовы поддержать МЧС Абхазии техникой и людьми. Постоянный представитель президента в парламенте Ганри Барцис отметил, что с первого дня трагедии президентом были даны соответствующие поручения Кабинету министров. Те поручения, которые даны правительству, они продолжаются. Лев Константинович вам докладывал о том, что сборно-комбинированный груз необходимо определить наши логистические возможности. Как уже было сказано, ведутся очень непростые переговоры по логистике в сторону Сирийской Арабской Республики. Очень непростые переговоры, и по линии дипломатических наших всех каналов и связей мы реализуем эти контакты. И с Российской Федерацией тоже вчера разговаривал, спрашивал, есть определенные переговоры. Не хочу спешить и говорить вам о том, что каких-то договоренностей мы достигли, но предварительные результаты уже есть. Я думаю, что в том числе с вашей помощью и с помощью того, что мы сейчас, исполнительная власть вместе с законодательной, объединяем свои силы и усилия, это придаст новый импульс. И это действительно здорово, могу вас поблагодарить за это. Думаю, что в ближайшее время мы получим ряд ответов, к которым, на вопросы, которые мы ставили на протяжении этих 5-7 дней, в ближайшее время, я думаю, что будет уже прояснение. Участники встречи обсудили возможные источники финансирования помощи пострадавшим. И вы знаете, как мы принимали бюджет на 2023 год. Бюджет у нас очень напряженный. Нашим решением может быть пересмотр параметров этого бюджета, или же у нас есть еще один выход, есть определенные средства у Государственного комитета по репатриации, который занимается непосредственно нашими соотечественниками, которые проживают на территории этих государств. В рамках, если мы разрешим Государственному комитету, определим сумму, которую можно будет направить на решение этих задач, а потом ее возместим. Или возместим, или же, это будет одна из форм работы самого этого комитета, самой организации. Гуманитарный груз в Турцию и Сирию будет доставлен в ближайшее время сразу после решения вопроса доставки. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Общественной палате прошла встреча с представителями и специалистами энергетической отрасли Абхазии. Обсуждались проблемы отрасли, возможные пути их решения, а также перспективы развития абхазской энергетики. Встреча прошла в закрытом формате. По ее итогам состоялся брифинг. Сегодняшние наши проблемы, такие основные, это у нас нехватка самой генерации, проблемы в самой инфраструктуре, в распределительных сетях. Это ветхая инфраструктура. Эти проблемы, они носят не сегодняшний, не вчерашний характер, они носят такой накопительный характер. Пути выхода тут озвучивали в плане платежной дисциплины, говорили о том, что нужно снабжать всю территорию Абхазии, всех наших абонентов приборами учета. Все те проблемы, о которых мы здесь говорили, они носят финансовый характер. То есть в отсутствие средств эти проблемы решить на сегодняшний день невозможно.
приборы учета нам дадут возможность аккумулировать определенные средства именно от Черноморэнерго, за счет которых можно будет поддерживать инфраструктуру в должном состоянии. Что касается более глобальных вложений, да, безусловно, это вопрос не решить только, да, при помощи сборов, да, этих платежей, которые должны люди платить за свет. Да, но тут уже должна быть однозначно, да, и поддержка государства. На сегодняшний день я здесь озвучивал тоже, да, в плане приобретения приборов учета там были заложены средства уже неоднократно. Да, может, они небольшие, но это было 100 миллионов. В этом году 200 миллионов определено для приобретения приборов учета. Вот. Ну, это сейчас вот я о какой-то маленькой части говорю. Ну и также, да, для решения более глобальных вопросов без участия государства на сегодняшний день, да, Черноморэнерго собственными силами не сможет вывести ситуацию на должный уровень. Я, естественно, не энергетик, и мое мнение не так важно, наверное, в череде вот специалистов, высказавшихся. Но здесь прозвучали слова, которые ключевые для решения этой проблемы. Наша страна, мы считаем, должна сохранить, не побоюсь этого слова, монопольный контроль государства в сфере энергетики, в сфере генерации, в сфере передачи энергии, сбора там, и так далее, по всем компонентам. Либеральная политика в сфере энергетики, даже не электро, а вообще энергетики, привела к кратному повышению тарифов. И это не только потому, что энергокризис на Украине, до этого шло. Энергию, если мы хотим подать в этот завтрашний день, нам надо сегодня сохранить государственный контроль, еще раз повторю. В Сухуми простились с доктором медицинских наук, академиком Анна Ираен, кавалером ордена Ахзапша третьей степени Зинаидой Шевцовой. Проститься с ученым с мировым именем пришли ее коллеги, друзья и студенты. Репортаж Рады Чачава. В доме учителя в самом центре столицы собралось множество людей. Профессорско-преподавательский состав АГУ, коллеги и друзья, члены семьи и студенты, воспитанные и обученные Зинаидой Всеволодовной, пришли, чтобы попрощаться с выдающимся вирусологом, ученым, удивительным человеком, талантливым и незаменимым преподавателем. Если просто перечислять регалии, награды Зинаиды Всеволодовны, можем увидеть, что это незаурядный человек, выдающийся человек, который представляет собой целую эпоху. Я хочу от имени всего научного сообщества Абхазии, от имени Президиума Академии наук Абхазии, от президента Академии наук Абхазии, от себя лично выразить искреннее соболезнование семье и близким по поводу кончины Зинаиды Всеволодовны. Здесь было сказано очень правильные слова в ее адрес. Это школа, это центр зарождения вирусологии не только в Абхазии, но в пределах Советского Союза, даже и за пределами. ЕПИТ считался одним из крупнейших институтов Советского Союза, да и в мире тоже. И заслуга Зинаиды Всеволодовны огромное в становлении этого института такого уровня. Академик Анна Ираен, ученый с большой буквы, истинно преданный своему делу. Зинаида Шевцова была научным сотрудником НИИ экспериментальной патологии и терапии в Сухуме. Возглавляла лабораторию вирусных инфекций, изучала основные инфекции человека и обезьян и впервые описала такие инфекции, как геморрагическую лихорадку Сухум-64, гепатит А и другие. Зинаида Всеволодовна неоднократно представляла отечественную науку на международных конференциях и симпозиумах, а также направлялась для совместных исследований во многие страны Европы. Она 18 лет возглавляла кафедру АГУ, экспериментальной биологии и медицины. Есть очень важная часть биографии и деятельности Зинаиды Всеволодовны, которая связана с Абхазским государственным университетом. Базовая кафедра, которая находится в НИИ ЕПИТ Абхазского государственного университета, сегодня
можно назвать без всякого преувеличения модельной, показательной, по которой выстраиваются работы базовых кафедр нашего университета. И это в значительной степени достижение Зинаиды Всеволодовны. Зинаида Всеволодовна возглавила кафедру в 1998 году и до 2016 года руководила ей. Благодаря этому принципиальному, последовательному руководству кафедрой были выпущены десятки высококлассных, высококвалифицированных специалистов, которым сегодня может гордиться не только Абхазский государственный университет и научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и медицины, но и вся наша страна. Невозможно переоценить вклад Зинаиды Шевцовой в дело науки, как и невозможно переоценить ее заслуги в воспитании молодых специалистов. Под руководством Зинаиды Всеволодовны были защищены 3 кандидатские диссертации и 1 докторская. Она подготовила поколение молодых, талантливых, успешных и ярких ученых, передав им не только свои знания и навыки, но и непримиримую страсть к познанию мира. Зинаида Всеволодовна оставила памятник себе при жизни. Она воспитала молодых специалистов, многих кандидатов наук, докторов наук, которые сегодня продолжают ее мысли, ее работу. Ветеран труда, кавалер ордена Ахтзапша 3-й степени, Зинаида Шевцова – автор более 180 научных публикаций и 2 учебных пособий. Ее имя навсегда останется в истории мировой и абхазской науки, как и в сердцах и памяти тех, кто ее знал. Рада Чачава, Нарсол Цулукия, Абхазское телевидение. Внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии приобрел для Центрального военного госпиталя дорогостоящее оборудование. УЗИ-сканер экспертного класса, лапароскопическая и эндоскопическая стойки. Теперь врачи госпиталя смогут ставить более точные диагнозы и выполнять сложные операции. Репортаж Адицы Сагария. Центральный военный госпиталь. Здесь получают медицинскую помощь как военнослужащие абхазской армии, так и жители нашей страны. Госпиталь славится профессиональными кадрами. Однако оснащение медучреждения до сегодняшнего дня оставляло желать лучшего. Настоящим подарком для медперсонала и пациентов стало приобретение дорогостоящего оборудования. УЗИ, сканер экспертного класса, лапароскопическая и эндоскопическая стойки. Теперь медики госпиталя смогут ставить более точный диагноз и выполнять сложные операции. У нас в госпитале есть возможность осматривать пациентов на оборудовании экспертного класса. Конечно, оборудование максимально востребовано. У нас в районе огромное количество пациентов, которым необходимо оказание высококвалифицированной медицинской помощи на хорошем оборудовании. Очень много пациентов. Жалобы пациенты разного профиля. Онкологические пациенты, пациенты гастроэнтерологов, хирургические пациенты. Сейчас, как говорят врачи, госпиталь обеспечен необходимым оборудованием. Операционная нагрузка больницы в связи с приобретением современной медицинской техники заметно увеличилась. Также повысилась информативность проводимого исследования. Увеличилась и операционная нагрузка нашей больницы, и возможности в плане диагностики. Посему мы безмерно благодарны руководству фонда. Надеемся, выражаем коллектив большую надежду, что будем сотрудничать и в дальнейшем плане реализации подобного рода акций. Приобретать, конечно, нам много чего еще осталось, но надеемся на перспективу. На данном этапе, да, мы за этот год приобрели достаточно оборудования, чтобы принимать пациентов и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Этого всего у нас не было. Мы получили набор дополнительно к стойке. Это резектоскоп биполярный, которым мы будем работать на малом тазу, эндоскопические операции выполнять. Это биполярная тур простаты, турообразование мочевого пузыря, структуру будем убирать. Плюс мы получили набор проводов к нему, расходный материал. Тут, правда, не покажется. Там петли, шарики, ножики. Ну и чем смотреть, соответственно, оптика специальная, новая, Карл Шторц, подходящая ко всему этому оборудованию. На закупку медицинской техники из внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии было выделено 8 миллионов рублей. Первая плановая операция с использованием нового оборудования состоится уже 15 февраля. Адиса Сагария, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Жительница Сочи задержана за незаконное приобретение, хранение, перевозку, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия психотропного вещества. Подробности в материале пресс-службы МВД. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия психотропного вещества с целью последующего сбыта вменяется жительнице города Сочи Беловой Карине Хачковне, 1979 года рождения. Последняя была задержана после прохождения зоны таможенного контроля на КПП ПСО. В своей носимой кладе женщина среди медикаментов хранила запрещенное психотропное вещество, которое изъято сотрудниками милиции в ходе личного досмотра гражданки Беловой. Согласно проведенному исследованию в экспертно-криминалистическом центре МВД, масса изъятого психотропного вещества пригабалин составила свыше 12 грамм. Оперативные мероприятия провели сотрудники УР МВД, отдел уголовного розыска и оперативный состав Цандрипского отдела милиции УВД по Гагарскому району совместно с сотрудниками Государственного таможенного комитета республики. Гражданка Белова заключена под стражу. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 224 и части 1 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственный отдел УВД по Гагарскому району. МВД объявляет набор кандидатов на замещение вакантных должностей младшего и среднего начальствующего состава управления исполнения наказания режимных объектов и среднего медперсонала медико-санитарной части СИЗО. За справками обращаться по телефону 927 22 42. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 15 февраля на территории Абхазии ожидается облачная погода, временами снег разной интенсивности с налипанием на проводах, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -1,4, днем 0,5 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.